Солнце испускает ультрафиолетовые лучи двух видов, при этом и первый, и второй имеют потенциал повредить нашу кожу. В этом нам могут помочь солнцезащитные крема. Как известно нам с уроков физики, инфракрасные лучи составляют основную часть солнечного излучения. Лишь недавно ученые обнаружили, что эти лучи достигают глубоких слоев кожи и ускоряют ее старение. Но самое страшное для кожи – это ультрафиолет. Он не только способствует старению и понижает иммунитет, но еще и может привести к перерождению родинок в раковую опухоль. Интересно, а как же защищают себя уфимцы от солнышка? Нужно использовать либо зонтик, либо какие-нибудь полотенчики, те же самые накидки, не знаю. Вообще умные люди используют крем. Летом желательно сидеть со времени с 12 до 4 дома, потому что там идет огромный поток солнечной энергии, и также вы можете обгореть. Можно намазаться сметаной, например, так говорят бабушки. Можно искупаться, можно просто залезть под зонт. Я не считаю то, что в нашем регионе довольно сильное солнце, да и, в принципе, люблю загорать и тепло, поэтому в основном я ношу только вот солнцезащитные очки. Лично я очень люблю загорать и стараюсь не пользоваться солнцезащитными средствами. Да, сейчас загорать это стильно, но в начале 20 века именно бледная кожа была в моде, а загар ассоциировался к низшему сословию. Поскольку именно крестьянам приходилось работать часами на поле, их кожа была загорелой. В 1949 году на свет появилась первая защита от солнца – солнцезащитный крем и лосьон. В детстве бабушка рассказывала, что есть другие старинные методы защиты от солнца. Один из них – это маска из всеми известных растений. Прежде чем выбирать крем, посмотрите на свой цвет кожи. Правило простое. Чем она светлее, тем сильнее должна быть защита. SPF – это метка, которая расскажет вам о степени надежности крема. У нас в России используются 10, 15, 30 и 50, но если вы едете в тропики, то берите 100. Хотя пока нет точного доказательства того, что солнцезащитный крем может нанести реальный вред, специалисты советуют использовать проверенную косметику – Лада Гилева или Нарбигбов специально для игры новостей.